У семьи Холухоевых сегодня долгожданный праздник. О собственной жилплощади Магомед мечтал много лет. Сегодняшнее новоселье стало возможным благодаря содействию главы Ингушетии. Навестить семью паралимпийца и вручить ключи от новой двухкомнатной квартиры Махмуд Али Калиматов решил лично. Я встречался призыв в армию. Знаешь, что мне сказал генерал? Я говорю, почему вы морфлот не берете наши? Я говорю, ребята. А он мне говорит, плавать не умею. Вот я теперь пример буду тебе. Десятки медалей, мастер спорта, член паралимпийской сборной России по плаванию. Об упорстве и железном характере Магомеда глава субъекта наслышан. Узнав, что спортсмен стоит на очереди на получение жилплощади с 2006 года, Махмуд Али Калиматов поручил правительству в кратчайшие сроки решить этот вопрос. И вот долгожданный момент – ключи и документы на собственное жилье. Вот здесь все распоряжения, документы на все, что здесь находится. Вот, символический ключ тебе отдельно. Да, у меня давай. Махмуд Али Калиматов также поручил следить за спортивными успехами Магомеда Холухоева министру спорта региона Али Дашхоклоеву. Такие люди должны не просто подавать хороший пример для остальных, но и передавать свой опыт, отметил глава региона. Если у Магомеда когда-нибудь возникнет желание тренировать, правительство приложит все усилия для создания для этого комфортных условий. А пока Магомед нацелен на Паралимпиаду, хочет взять медаль. Как признается спортсмен, в детстве у него не было спортивных амбиций, просто с удовольствием занимался физкультурой в школе-интернате города Волгодонск. Мы начали немножко заниматься, потом друзья начали ходить. Но мы для здоровья начали плавать, заниматься. А потом уже, когда время прошло, тренер обратил внимание на некоторых людей, как бы сказать, начали более серьезно заниматься, и потихоньку пошло. Первым делом в новой квартире семья украсила шкаф медалями и грамотами Магомеда. Среди наград есть особенно ценные, к примеру, призовые места на чемпионатах России, Германии и Дании для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, удостоверение мастера спорта России, а также первые юношеские медали, завоеванные всего в 13 лет. Мама спортсмена Лема хранит всю историю становления своего сына. Особую гордость у родителя вызывает статья Волгодонской газеты. Газета 2010 года. Здесь статья про Магомеда. Вот здесь написано: «Человек среди людей. Доплыть до медали». Вся статья посвящена Магомеду, моему сыну. Сейчас Магомед тренируется 2 раза в день в Магасе. Прожив большую часть жизни в специализированной школе-интернате, Магомед наконец-то обрел собственное жилье на родине и добился своей главной цели – быть полезным людям. Так что ему есть что сказать молодым людям с подобным заболеванием. Не бояться начинаний, чтобы в дальнейшем бы не было бы, не произошло бы, все равно какой-то результат будет из этого. Пускай он будет очень маленький, но он будет. Впереди у Магомеда еще много соревнований. Взяв совсем недавно серебро чемпионата России в Уфе, он увеличил свои шансы на участие в Паралимпиаде. 29-летний спортсмен продолжает усиленно готовиться и совершенствоваться, чтобы добыть для страны заветное золото. Благодаря поддержке семьи и правительства Ингушетии эту вершину человек с железным характером непременно покорит. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.